В Айыл өкмөтү Шумкар Уя ко Дню независимости заработали 6 новых объектов. Первый из них – это современный швейный цех в селе Чон-Токой. На производство уже трудоустроились 40 человек. С сегодняшнего дня они начнут шить одежду на продажу в Бишкек. Мы уже начали работу. Надеемся, что она будет идти успешно. Мы благодарны местным властям и депутатам за открытие такого хорошего цеха. Мы сидели дома, работы не было, заработка не было. Мы очень рады, что теперь открылся швейный цех. Здесь отличные условия для швей. Цех муниципальный. На его открытие из местного бюджета было направлено почти 25 миллионов сомов. Швеи недаром говорят о комфорте. В здании имеется все необходимое, от кухни до душевой. И это не считая нового оборудования. Наша задача – обеспечить людей работой. И мы решили открыть такой цех, чтобы женщины, желающие работать, могли трудоустроиться. Мы постарались создать все необходимые условия. Депутаты местного Кенеша нас поддержали, и было выделено финансирование. У жителей села Сасык-Булак свое радостное событие. Здесь завершился капитальный ремонт здания ГСМ. Оно было построено 34 года назад и нуждалось в обновлении. Средства на ремонт также были выделены из местного бюджета. Отремонтированное здание радует глаза. У нас появилось все, чего раньше не было. Например, теперь в кабинетах есть вода. Вы представляете медицину без воды? Это же недопустимо. Теперь везде установлены раковины. Мы благодарны Айылу өкмөтү, это все делается для народа. В этом же селе открылся склад угля вместимостью в 1000 тонн. Средства также были выделены из местного бюджета. Теперь в осенне-зимний период твердое топливо будет храниться в сухом месте и продаваться жителям села по низкой цене. В качестве подарка на День независимости еще 2 села данного Айыл өкмөтү получили по мини-футбольному полю. Первое построено в селе Аккоргон при поддержке президента. Второе построено в селе Чон-Токой на средства местного бюджета. Теперь и дети, и взрослые смогут заниматься физкультурой и спортом в хороших, комфортных и безопасных условиях. Мадина Низамова, Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Эльтер, Таласская область.